Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы покажем кадры с места трагедии в Набережных Челнах. Вы подбежали, она жива была, вы говорите? Да, пульс была у меня. Потом скоро подошла, уже все уже надо. 20-летняя девушка погибла под колесами машины, пересекая дорогу на электросамокате. Расскажем об эвакуации школы в Казани и пожаре в дачном сообществе. А также сантехник задумал обокрасть квартиру пенсионерки. Изначально Гудаеров хотел совершить тайное хищение, проник в квартиру, проверив при этом отсутствие жителей в квартире. Кража обернулась разбоем с убийством. Это и не только. Прямо сейчас. 20-летняя девушка, жительница Набережных Челнов, погибла вечером, пересекая проезжую часть проспекта Чулман на электросамокате. Водитель «Лады Приора» остановиться не успел и на полном ходу сбил пешехода. Как рассказали Айрату Назипову очевидцы, пострадавшая еще несколько минут после наезда была жива. 21 час 30 минут. Набережные Челны. Пересечение проспектов Хасана Туфана и Чулман. Как позже установили автоинспекторы, 20-летняя девушка пересекала дорогу на электросамокате, причем на красный. 21-летний водитель Приора остановиться не успел. Удар был очень сильный, рассказали потом очевидцы произошедшего. Повреждения «Лады» об этом говорят красноречивее. Вероятно, после первого удара девушка упала на крышу легковушки, после чего рухнула на асфальт. Мы с мужем здесь сидели на скамейке. Что-то машина и бабахнула. Думаю, что там бабахнуло, что-то нет. Мы не подумали, что-то не то. Думали, сперва авария, подумали мы. Потом муж побежал, посмотрел, оказывается, уже девушка. Вы подбежали, она жива была, вы говорите? Да, пульс была у меня. Потом скоро подошла, уже все уже надо. Не было ничего. Буквально сколько она в сознании? Она в сознании была? Нет, не было. Пульс 20-летней студентки прощупывался еще минут 5 после наезда, добавил мужчина. Но травмы оказались несовместимыми с жизнью. Медикам оставалось только констатировать смерть. Водитель автомобиля «Лада Приора» 2000 года рождения, следуя по проспекту Чулман со стороны улицы Беляева в направлении проспекта Вахитова, совершил наезд на пешехода 2001 года рождения, которая, по предварительным данным, пересекала проезжую часть дороги по регулярному пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора на электросамокате. В результате ДТП пешеход скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи. По данному факту будет возбуждено уголовное дело, и окончательная степень вины каждого из участников будет определена в ходе его расследования. Айрат Назип, Валерия Новожилова, «Вызов 112». Куда ехал, не видел, но, видимо, считал, что так можно. Ослепленный солнцем водитель «Форда» врезался в «Ладу Ларгус» на перекрестке улиц Качалова и Ипподромная. Как говорят местные жители, подобные аварии здесь происходят регулярно, но причины виновники называют все время разные. Вероника Гайнуддинова выслушала мнение сторон. У вас состояние нормально, да? Все, сейчас не боюсь, не поедете. Ну, сейчас мне бы еще это самое. Сейчас расслабуха пока еще не наступала, еще пока пальчики дорожат. Евгений за рулем уже 30 лет, и это 4-я авария в его жизни. Повезло, что никто не пострадал. Говорит, ехал по улице Качалова по главной дороге и имел приоритет в движении. Но на перерез ему с улицы Ипподромная выехал Ford Focus, водитель которого даже не пытался остановиться. А он как катился, так и катился. Когда я сообразил, уже было поздно. Даже он не тормозил, да? Это я затормозил, а то бы здесь Ларгус тоже туда же. Я еще автоматом просто на тормоза дал, а то бы еще здесь устроили колбасу. Пешеходов не было? А? Пешеходов не было. Ну, я бы остановился, если был пешеход. Владельцу «Лады» водитель «Форда» рассказал, что фактически не видел дороги. Был ослеплен солнцем, но все же ехал. Получается, что наугад. Но, как говорят местные жители, аварии здесь происходят регулярно, а вот причины виновные называют всегда разные. Это очень опасный участок и для пешеходов, как для пешеходов, так и для автомобилистов. Его избежание несчастных случаев здесь напрашивается, скажем, установка светофора, на мой взгляд. А как часто здесь аварии происходят? Достаточно часто. Это один, наверное, из самых опасных перекрестков в городе Казани. Я здесь работаю недалеко. Мы ходим обедать, и достаточно часто можно увидеть вот аналогичную картину, к сожалению. Автомобилисты решили не ждать сотрудников ГИБДД, а самостоятельно отправиться в центр оформления ДТП. Только «Лада» отправилась туда на эвакуаторе. Передвигаться самостоятельно автомобиль уже не может. Вероника Гайнуддинова, Айрат Назипов, Рамзиль Гарипов, «Вызов 112».
Экстренные службы стянулись этим утром в 67-ю школу на улице Дежнева. Всех учеников эвакуировали в соседнее учебное заведение. По одной из версий, на электронную почту образовательного учреждения пришло письмо с угрозами. Впрочем, сами представители школы назвали это учебной тревогой. После обследования здания кинологами детей запустили обратно внутрь. Крупный пожар уничтожил дачный дом в садовом обществе «Водозабор» в Казани. Потушить огонь сперва попытались бдительные соседи, обнаружившие возгорание. Однако пламя быстро охватило дом и едва не перекинулось на строение соседских участков. К моменту, когда на место прибыли пожарные, у дома обвалилась крыша, прогорели несущие конструкции. К счастью, в происшествии никто не пострадал. На момент пожара хозяев в доме не было. Они подъехали, когда пожарные уже справились с огнем. Что стало причиной возгорания, будут устанавливать дознаватели. Конфликт из-за сигарет перерос в жестокое убийство. По подозрению в преступлении в Тетюшском районе задержали 30-летнего местного жителя. По данным следствия, он выпивал вместе со своим 36-летним знакомым в селе Большие Тарханы. Поругавшись с товарищем, он ударил его по лицу. Затем стал душить лежащего потерпевшего веревкой, а после взял камень и ударил им в лицо своей жертве. От полученных травм мужчина скончался. Тогда предполагаемый злоумышленник отнес его тело в безлюдное место. Спустя время погибшего обнаружили прохожие. Они и обратились в полицию. По данному факту Следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье убийства. В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящий момент проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается. А в Елабуге по факту смерти 40-летней женщины возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». По подозрению в преступлении был задержан 49-летний сожитель погибшей. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. В настоящий момент следствием установлено, что мужчина и женщина пришли в гости к своим знакомым распивать спиртные напитки. При этом сожитель периодически избивал женщину. В дальнейшем хозяин квартиры ушел в магазин за алкоголем, где был задержан за попытку кражи водки. В это же время подозреваемый, проснувшись, обнаружил, что его подруга скончалась. После этого он покинул квартиру через окно, расположенное на первом этаже. Верховный суд Татарстана рассматривает дело в отношении бывшего сантехника, обвиняемого в убийстве пенсионерки в Бугульме. По материалам дела 49-летний Марат Гудаеров во время ремонта сантехники украл у пожилой женщины ключи от квартиры и хотел ее обокрасть. Но когда он залез к ней в дом и стал собирать приглянувшееся, в квартиру зашла хозяйка. Алия Хайрудинова расскажет подробности жуткой истории. На скамье подсудимых 49-летний Марат Гудаеров. Уроженца Узбекистана обвиняют в разбое и убийстве. По материалам дела у мужчины были проблемы с деньгами, он влез в долги. Работая сантехником, придумал, как решить эту проблему за чужой счет. Согласно материалам уголовного дела, однажды, устраняя неполадки с сантехникой в одной из квартир в Бугульме, украл у хозяйки, пожилой женщины, ключи. Они висели у входной двери. Подвоха от рабочего она не ждала и по доброте душевной рассказала, что уезжает, сказала, когда и насколько. Зная, что дома ее не будет, он зашел в квартиру, открыв дверь украденными ключами и стал собирать все, что ему нравилось. И тут случилось то, чего он не ожидал. В это время зашла потерпевшая в квартиру, в результате чего он ее убил. Похищенные денежные средства и ценности, он скрылся с похищенными денежными средствами, скрылся с места преступления. Тело женщины обнаружили ее родственники на следующий день. Как выяснили эксперты, смерть пенсионерки наступила от удушения. Погибшей было 79 лет. В квартире не досчитались денег и драгоценностей в общей сложности на несколько десятков тысяч рублей. Вскоре следователи вышли на след предполагаемого убийцы. Им оказался Марат Гудаеров. Изначально Гудаеров хотел совершить тайное хищение, проник в квартиру, проверив при этом отсутствие жителей в квартире. Но пришла потерпевшая, в результате чего он совершил разбой и убил ее. Подсудимый свою вину не признал. Мужчина уверял, что преступление совершил другой человек. У него еще будет шанс привести доказательства своих утверждений как на допросе, так и на судебных прениях. Алия Хайрудинова, Айрат Назипов, Рамзиль Гарипов. Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.